Дорогие мои человеки, поздравляю вас с Рождеством по плоти Господа и Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. Бог пришел в мир, Бог стал близок к нам, Бог показал нам свою любовь, Бог отменяет свой гнев на нас, Бог становится нам доступен. Он доступен нам во всякое время, на всяком месте. Доступен всем. Всякому возрасту, всякому полу, всякому званию, всякому статусу, всякой национальности. Всем Бог доступен. Всем, кто хочет. Всем, кто хочет быть с Ним, исправиться, покаяться, хочет жить в любви. Он дает себя нам. Царь царей идет датися вснеть верно. Он показывает нам, что никакое препятствие, никакие обстоятельства нас не могут отделить, что не могут помешать нам ни электронные паспорта, ни ИНН, ни наночипы, никакие вот внешние бумажки, концлагеря нас отделить не могут. Более того, он сам подчиняет себя закону. Он сам проходит перепись, подчиняется римской власти, оккупационной, враждебной, идет вместе со своей матерью и мнимым отцом записываться. Он платит подати, платит налоги. Для многих это казалось грехом, отступничеством от Бога. А он говорит: отдайте кесарю кесарево отдайте, а Божие отдайте Богу. Вот мы сегодня должны понять, что нам надо отдать Богу самое главное. Нам надо отдать Ему свои души. Они Ему принадлежат. Отдать как Отцу, то есть вернуть Ему. Не как тирану, не как властителю, а отозваться любовью на любовь. Сегодня все слова становятся настоящими. Они звучат по-настоящему. Мы говорим: дорогие люди. А именно во Христе мы и понимаем, почему мы дорогие. Мы для Бога дорогие. Он не пренебрегает нами. Он дорожит каждым человеком. Так и говорит: каждую овечку, каждую потерянную драхму иду, найду, на плечи взвалю и к Отцу принесу. Мы дорогие друг другу становимся, потому что мы понимаем, что для Него вот важны наши отношения друг с другом. Как для мамы с папой важно, чтобы деточки не только ластились к ним, а жили в мире. И как мама с папой не приласкают ребенка, пока тот, если вдруг он поссорится с кем-то, пока он не помирится, так же мы понимаем, что мы не можем подойти к Богу, к нашему Отцу Небесному. Мы не можем подойти, пока хотя бы один человек нами обижен, забыт, пока хотя бы с одним мы поссорились. Этому и учит нас Спаситель, что если ты придешь к алтарю и принесешь свой дар, и вспомнишь, что кто-то имеет нечто на тебя, пойди. Сначала примирись с братом своим, а потом уже приди и принеси к жертвеннику дар свой. Вот как важно для него, чтобы мы жили в мире. Слово «мир» сегодня тоже становится настоящим. Мир. На земле мир, в человецах благоволение. Господь принес на землю мир. Это беспрестанная война и вражда, которую принес на землю дьявол грехом, она сегодня побеждается, потому что Господь нам принес смирение. Он нам показал мир, Он с нами не воюет, Он с нами не враждует. Он нас любит, Он к нам тянет свои обнимающие, теплые, могучие, защищающие руки. Примиримся и мы с Ним, примиримся, примем Его призыв, примиримся друг с другом, примиримся внутри себя, чтобы не было внутри нас метаний, разногласий, противоречий, станем целыми, цельными в Нем.
и в душе настанет покой. И он говорит, придите ко мне, все труждающиеся обремененные, я вас успокою. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Потому что я кроток и смирен сердцем, и вы найдете покой душам вашим. Вот Христово смирение, Христовы заповеди, Христова любовь, это есть истинный мир и покой, покой нашей души. Та самая тишина вожделенная, которую нам так все хочется. Очень много мы сегодня желаем друг другу здоровья. Господь не отвергает наши пожелания. Он их, повторюсь, Он их делает настоящими. Здоровье, конечно. Давайте желать друг другу здоровья. Давайте будем здоровы. Здоровой душой на первом месте. А телом также. Что такое здоровье души? Да вот так же, как и в отношении тела. Здоровое тело, тело, которое тренируется, занимается, двигается, очищается, обновляется, правильно питается. Вот так и душа. Здоровая душа – это душа, которая ищет Бога, которая двигается к Богу, которая развивается в Боге, которая думает о Боге, которая кается в Боге, которая плачет, очищается слезами покаяния. Вот это и есть здоровье души. Святые отцы говорили, что признак здоровья души – это видение своих грехов числом, как песок морской. И человек становится здоровым тогда, когда понимает свои слабости, недостатки. И если он не увидит болезнь, она разовьется, его погубит. Поэтому, когда он искореняет из себя болезни, предотвращает их, и есть здоровье. Будем так относиться к своей душе. Очень много мы желаем друг другу радости. Хорошее слово. И пусть она будет. Радость небесная. Радость небесная. Радость не о земных лишь приобретениях, хотя и они нам нужны, и в них иногда нам Господь очень сильно открывается. А радость о спасении, радость о вечной жизни, радость о том, что смерти нет, она побеждена, растерзана, преодолена в Боге нашем. Радость о правде, потому что во Христе, в Его заповедях, в Его жизни, в Его церкви мы находим правду. И об этом нам подобает радоваться. Радоваться о том, что все вместе. Мы любим собираться, общаться, но без Него, без веры, общение наше скудно и очень мало его. А вот на службе, в храме, с собратьями, с духовными сестрами и братьями во Христе мы получаем радость этого общения. И не только с верующими, а вообще, обретая любящее сердце, мы любим всякого человека. И врагов мы любим, и чужих мы любим, и неверующих мы любим, и иноверующих мы любим всех, так же, как их любит всех Бог. И в этом тоже радость, что можно и нужно любить каждого человека, что всех надо простить, всех надо принять, каждому найти свой подход, никого не отвергать. Счастье. Мы много друг другу желаем счастья. Пусть оно будет. Пусть оно будет. Как раз сегодня нам надо вспомнить его настоящий смысл. Что же такое счастье? Счастье – это быть частичкой, частью Бога, частью семьи, частью церкви. Это значит любить по-настоящему, любить не как лишь наслаждаться, а любить значит отдавать и принимать. И вот это соединение, это общность, это единство, это есть счастье. Ну и так далее. Всех слов не переберешь, всех слов не перечислишь. Наблюдайте сами. Вслушивайтесь внимательно к тому, что вам желают, что вы желаете. И все эти слова поворачивайте, разворачивайте умом Христовым, и вы будете радостны, и светлы, и мирны, и счастливы. Когда пришла полнота времени, пишет апостол Павел, Бог послал Сына Своего Единородного, который родился от жены, то есть от представительницы женского рода, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, дабы нам получить усыновление. А как вы сыны, то Бог послал в сердца ваши духа Сына Своего вопиющего: Авва, Отче. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Иисуса Христа. Какие слова глубокие. Целую книгу можно написать о нашем усыновлении Богу. Книгу не бумажную, конечно, целую книгу жизни. Вот наше
наш ответ Богу, наша жизнь, наше стремление к святости, к праведности. Это и есть свидетельство этого усыновления Богу. Наша любовь, наша признательность Ему, наше тепло, наша искренняя улыбка – это и есть действие Духа Святого, вопиющего в сердцах наших Ава Отче. Почувствовать сегодня, особенно сегодня, в этот праздник, надо нам почувствовать, что во Христе мы становимся сынами Божьими, наследниками Божьими. Наследниками, то есть, вот как получают от человека наследство, все, что он скопил, собрал, книги, его имущество, знания, наставления. Вот мы от Бога получаем Его бесконечное небесное царство. Он его создал и пошел туда. Господь говорит, обителей много, я иду уготовить место вам. Нам на небесах уготовано место, всем каждый. Только наша неверие, наша трусость, наше лукавство, неверность может помешать нам получить это. А желающий всегда получит. Когда же Иисус родился в Вифлееме Иудейском, читаем в Евангелии от Матфея, в дни царя Ирода, пришли в Иерусалим волхвы с востока и говорят, где родившийся царь Иудейский? Ибо мы видели звезду его на востоке и пришли поклониться ему. Услышав это, Ирод царь встревожился, и весь Иерусалим с ним. Собрав всех первосвященников и книжников народных, спрашивал у них, где должен родиться Христу. Они же сказали ему, в Вифлееме Иудейском, ибо так написано через пророка. И ты, Вифлеем, земля Иудина, ничем не меньше воеводств Иудиных, ибо из тебя произойдет вождь, который упасет народ мой, Израиля. Тогда Ирод, тайно призвав волхвов, выведал от них время появления звезды. И, послав их в Вифлеем, сказал, пойдите, тщательно разведайте о младенце, и когда найдете, известите меня, чтобы и мне пойти поклониться ему. Лукавство, да, Ирода, ложь. Они, выслушавши царя, пошли. И все, то есть вот звезда, которую видели они на востоке, шла перед ними. Как наконец пришла и остановилась над местом, где был младенец. Увидевшие же звезду, они возрадовались радостью весьма великою. И, вошедши в дом, увидели младенца с Марией, матерью его, и падши поклонились ему. И, открывши сокровища свои, принесли ему дары золото, ладан и смирно. И, получивши во сне откровение, не возвращаться к Ироду, иным путем отошли в страну свою. Эта история, помимо всего прочего, может нас научить тому, что Бог вот с любовью своей, даже народы, забывшие Его, Он звездой вел себе на поклонение, звездочетной мудростью, открывал, в том числе через астрономию, пускай даже астрологию, когда-то еще до Рождества Христова, хоть это и заблуждение человеческое, но Он и заблуждение наше может использовать так, чтобы к себе привести. И вот это поклонение звездам, это звездочетчество, Он использовал, чтобы показать им истинного царя. Поэтому и нам сегодня, имея полноту этого откровения, уже не надо заниматься никакими годами. Вот сейчас это будет уже грехом, сейчас это будет уже изменой Богу, сейчас это будет уже неверностью Ему. Он говорит, я, Господь Бог твой, и не должно быть у тебя других богов, кроме меня. Не верь в гороскопы, не занимайся гаданиями, не выгадывай свое будущее. Молись только единому Богу. Ему доверься, Ему открой свою душу, Он все исполнит, Он все, что тебе надо, даст, Он все, что тебе надо, откроет и скажет. Только у Него ищи. И принеси Ему свои дары. Золото, ладан и смирно. Мысли, чувства, волю, дела рук своих, плод уст своих, свои красивые отношения, свои труды во славу Его. Все Ему принеси, Богомладенцу, в подарок. Он примет и многократно тебе воздаст и силами, и светом, и всеми потребными для жизни благами. Бесконечно можно об этом говорить. Пусть сама жизнь наша будет разговором о Боге. Господь да будет с вами, да укрепит ваши души, да наполнит их светом познания своего. С Рождеством Христовым, дорогие мои люди. С Рождеством Христовым.